Знаете ли вы про такой вид спорта, как шоу-даун? Это специальная дисциплина, созданная для людей, у которых есть сложности со зрением. Уфимская коррекционная школа-интернат номер 28 для слепых и слабовидящих встретила гостью Риму Акбердиновну Баталову. Она в торжественной обстановке вручила обучающимся спортивный инвентарь, все специализированное для игры в шоу-даун с пожеланиями спортивных побед. Расскажи про этот вид спорта. Этот вид спорта довольно интересный. Шоу-даун, теннис для незрячих. Как он состоит из того, что, когда его создавали, в нем совместили элементы аэрохоккея и настольного тенниса. Этот вид спорта появился в 1960 году, был изобретен двумя канадцами. В России популярность и развитие этого спорта он получил в 2014 году. В 2014 году также прошли соревнования в Калининграде, а с 2015 года соревнования начали проходить ежегодно в Санкт-Петербурге. Рима Акбердиновна Баталова – 13-кратная чемпионка Паралимпийских игр, 18-кратная чемпионка мира, 43-кратная чемпионка Европы и является заслуженным мастером спорта России. Она принимает активное участие в общественной жизни, способствует решению ключевых вопросов спортсменов-инвалидов. Рима Акбердиновна, а вы умеете играть в шоу-даун? Конечно, я попробовала, когда мы начинали этот вид спорта, для того, чтобы понять, как это и что надо для этого делать, конечно же, я сама попробовала. А я вообще этот вид спорта, шоу-даун, настольный теннис для слепых, увидела даже не здесь, в Уфе. Это я увидела, когда я была на выездном совещании в Алтае. И когда мы туда пришли, в школу-интернат, и мне показали. И наши ребята спросили, а есть ли у нас в Башкортостане шоу-даун, как оно развивается. И мне, знаете, как-то даже это и стало интересно. Я приехала и стала изучать. И, конечно же, сказала себе, что это должно быть и в нашей школе. Шоу-даун – это смесь классического настольного тенниса и аэрохоккея. Соревнуются двое. У игроков есть стол, мячик и ракетки. Цель игры – забить звенящий мяч в ворота соперника. Шоу-даун очень быстро развивается по всему миру. В него могут играть зрячие люди, но им не разрешается участвовать в турнирах Международной федерации спорта слепых. Чем полезен этот спорт? Этот спорт, конечно, очень захватывающая игра. Он полезен тем, что помогает развивать координацию. Сначала ориентируешься на плоскости стола, а потом это помогает в дальнейшем и развивает такие качества, как смелость, в каком-то смысле быстрота, ловкость, выносливость. Школа-интернат номер 28 – место, где можно развить свой талант. Опытные педагоги помогут в этом детям, а новый спортивный инвентарь посодействует ребятам на пути к становлению настоящими чемпионами и повысит интерес к занятиям спортом. Теперь у этих ребят есть новый спортивный инвентарь, а это значит, что новые победы уже не за горами. Самира Арсланова, Булат Закирьянов, специально для Горы новостей.